из чего складываются ваши деньги? Да? Из чего складывается ваш доход? Для начала основные три. Их много, да, статей дохода. Мы разберем сейчас основные три. Вот когда вы закрываете, планируете каталог, вы должны примерно понимать уже, на какой доход вы выйдете по окончанию каталога. Из этого, вот что вы хотите заработать. Да? Вот тот план у вас, каким доходом вас приведет. К сожалению, чаще всего об этом никто не думает. Все думают о количестве баллов, о процентном уровне, но никто это не считает в деньгах. И вот это, наверное, не очень хорошая ситуация, когда мы выходим на уровень, у нас ожидания одни, но мы не понимаем при этом, сколько мы заработаем. При обычной работе мы приходим, мы четко знаем, да, в конце месяца будет вот такая зарплата, вот такой оклад. Если я сделаю чего-то больше, у меня будет вот столько. Почему-то в нашей работе мы этого не делаем. Хотя мы должны это делать, сегодня будем учиться, примерно понимать, сколько мы получим доход. Вот, из чего складывается? Первое, складывается из вашего личного заказа, личный товарооборот, да, ЛО, мы сокращенно, личный объем, мы говорим, да, личный товарооборот, личный заказ. И мы зарабатываем немедленную прибыль 20%. То есть это быстрые деньги, то, о чем я говорила, то, что любят наши продажники. Да? Вот, предложил продукт, 20% от цены каталога тебе немедленно упало в карман. Это вот быстрые деньги на хлеб, на молоко и все прочее. Да? То, что вот мы говорим продажник, да, мы подразумеваем слово продажник, мы имеем в виду, человек любит просто продавать. Он любит зарабатывать вот эти 20%. Вот он любит от этого кайф. Да? И в общем, я сама такая, многие люди такие, да? Мне хочется быстро заработать. Вот. Компания начинает, дополнительно к этому, мы получаем бонус от компании, который называем от объемной скидки. То есть это уже плюс к этому. Да? Пока не этот, просто запоминайте, что несколько видов. Да? То есть это уже от товарооборота структуры по определенным правилам, которые мы сегодня будем рассказывать, идет вознаграждение от компании. Да? И далее еще идут бонусы, премии за то, что вы достигаете или выполняете какие-то программы, или достигли какого-то нового там, процентного уровня, директор, золотой по нашей карьерной, по лестнице успеха. За этого еще дополнительно выплачиваются деньги. Да? Бонусы. Вот. Это всегда ваш личный товарооборот, это всегда товарооборот от команды, который вы создаете с определенного уровня. Да? И еще, если вы достигаете, идете там, по программам, еще увеличивает ваш доход за счет дополнительных бонусов. Вот. Давайте более подробно. Да? Из чего складывается немедленная вот эта выгода, немедленная прибыль, быстрые деньги, как я люблю их называть. Да? Я вообще, в принципе, делю деньги на быстрые и умные. Вот быстрые – это от продаж. Когда не нужно думать, продал, получил и довольный. А вот умные деньги я называю, когда ты начинаешь строить структуру, и ты строишь ее правильно, и ты понимаешь, как выгоднее будет построить, чтобы получить. Вот это я называю умные деньги, которые обеспечат мне мое будущее. Вот для меня это так, понимание. Да? Быстрые, умные. Вот сейчас мы поговорим о быстрых деньгах, когда не надо особо думать, просто продавать. Скидка 20%. Есть у нас еще специальная программа. У нас куча программ, когда на твой вот доход еще может увеличить, если ты там участвуешь в какой-то программе. Например, клуб у нас есть. Если мы делаем 150 баллов. Вот 20% получают все. Правильно же? Вне зависимости от сколько ты там сделал, чего, все, ты всегда свои 20% делаешь. А вот бонус премьер клуба, уже дополнительные деньги, получают те, кто делает 150 лично. Да? 150. Вот. Объемные скидки уже начинают получать те, кто делает от 150 и выше. Да? В зависимости от того, сколько сделал. Давайте более подробно рассмотрим. Вот, немедленная прибыль новичка, 20%. Как вы считаете эти 20%? Что вы уже знаете? Поделитесь. Вот как вы понимаете, сколько я заработаю от продажи, например, какой-то крема? Как вы это посчитаете? Все это знают, не нужно объяснять. Все это понятно же? То есть здесь все понятно от цены для клиента или каталога, 20% вы считываете и все. Здесь все понятно. Это вы всегда посчитаете. Но если я новичок, вот еще один вид дохода – это стартовая программа. Да? Стартовая программа. Это дополнительный, можно сказать, вид дохода. Почему? Все знакомы со стартовой программой, знаете, да? 4 шага, 100 баллов. Да? Слышали. Сами выполняете эту программу? Мы только зарегистрировались. То есть вы как раз. Мы еще ничего не знаем. Как раз таки стартовая программа для тех, кто зарегистрировался в компанию. Да? И с момента регистрации в течение 21 дня, у вас уже все 20 дней или еще нет? Еще нет. Еще отлично. Если вы до конца, вот с момента регистрации, в течение вот с этого дня
в течение 20 дня соберете личные 100 баллов, то вы вступаете в программу, которая как раз для вас называется старт. И если вы это выполните, это называется первый шаг программы, первые ваши 100 баллов в течение 20 дня, компания вам даст продукт, набор, да, наш бестселлер «Молоко и мед». За сколько получается? 1 сом. Всего лишь за 1 сом. Да. Всего лишь за 1 сом. Вы сможете попробовать этот продукт, что такое бестселлер компании «Молоко и мед». Очень нас многие узнают по «Молоку и мед». Да? То есть, а можете продать этот продукт и еще дополнительно заработать. Сколько примерно еще заработать, если предложить клиенту это положительно? Мы в команде даем 3 выбора. Себе оставить, это в любом случае экономия. Второе, идем в гости, торт не покупаем, вот это Подарить, да. это уже И опять тоже там, карманные деньги остаются. Либо продать опять 500 сомов заработать, либо 600 сомов. Смотри, как вы Да. продадите, 500-600 сомов. 500-600 сом, если Да. вы продадите это кому-то, вы еще заработаете сверху. Да. Все, а вам это достанется всего за 1 сом. Согласны, что это дополнительно? Конечно, в любом случае, да. И так дальше вы выполнили первый шаг, затем, например, вы сейчас, да, вы когда зарегистрировались, давайте ваш пример. Вы когда зарегистрировались? 3 дня назад. Ой, какое число было? 3 дня назад, какое-то число? 4 июня, да? 4 июня, вот прибавляйте 21 день. Это будет 25 июня. Это получается, да? если этот каталог даже закончится следующий, за это время Да, все равно будет первый считать, шаг да? считается, вот в этот важный момент записывайте, потом вы будете работать с новичками и всегда в этом моменте будете... Первый шаг, он считается с момента регистрации и в течение 21 дня, не привязываясь к каталогу. Вам дается ровно 21 день, чтобы вы сделали 100 баллов. Значит, 25, да, там примерно июня, вот до 25 вы должны собрать 100 баллов. Это 25 июня, до следующего уже каталог. Вот. Это уже, получается, 9-й каталог. Вы заканчиваете уже шаг в 9-м каталоге. У вас есть 2 варианта опять. Вы можете его закрыть в этом каталоге, 8-м, не дожидаясь 21 день. Тогда свой следующий, а вот уже 2-й, 3-й, 4-й шаг считается уже по каталожным. Смотря в каком каталоге вы закрыли свой первый шаг. Понятно? Если вы не будете ждать 21 день, а закроете в этом каталоге, тогда второй шаг вы начнете с начала 9-го и до конца. Если вы закончили все-таки в 9-м, то второй шаг когда вы начнете? С 10-го и до конца. Дальше уже все просто идет по каталогу. Понятно? Только вот этот первый шаг нужно всегда, как правильно его считать. Всегда путаются у нас. Правильно все говорю? Да. Все, и если посчитать, в принципе, выгоду новичка, вот эти 1108 сомов, это что? Как вы думаете? Давайте вместе считать. Посчитайте мне 20% от 100 баллов. Как это считать? У вас есть 100 баллов. Вы собрали, например, 100 баллов. Да? Как посчитать отсюда 20%? Как, вы же должны понимать, сколько я заработаю, если я размещу 100 баллов. Понятно, что вы получите подарок за 1 сумму. А вот сколько вы заработаете? Там мы приложение скачиваем, и когда человек заказывает, там автоматически же компания считает вот немедленная прибыль, вот столько сомов, и скрины делаем, и это отправляем. Ты заработал? Да. А он эти деньги чувствует, видите? Чаще всего человек вообще да, не не понимает, ощущает, куда да, не ощущает. И я начинаю прям сажаю и считаем. Например, да, парфюм, то есть смотрю, какой у него заказ, да, иногда бывает, что там омеги для детей заказывают, но в любом случае я считаю, если бы ты эти продукции где-то покупала бы, все равно переплачивала. Здесь ты покупаешь там по своей стоимости, вот столько-то сомов ты сэкономила, да, например, если на 50 баллов, там 800 либо 1000 сомов, вот ты сэкономила. А если она это организовала, я говорю, ты вот заработала, и эти 1000 сомов, которые ты себе заказала, получается, то есть умный покупатель, там 1000 сомов экономил, либо себе оставил, вот так считаем. Ну, примерно возьмем, допустим, вас как зовут? Едино. Едино? Да. Едино. Вы собрали, сделали свой стартовый шаг, до конца каталога собрали 100 баллов, и это примерно по каталожной цене, ну, возьмем, дайте в среднем 5000 сумм, да? 4,5. Сколько? 4,5 обычно. 4,5 Да. можно взять, да, это может быть 4800, это может быть 4700, да, это может быть 4, неважно. Все ставится от баллов же, Да, в зависимости да. от того. Ну, мы возьмем в среднем, допустим, вы по цене каталога собрали заказ на 4,5. Сколько вы отсюда заработаете? 900? Все могут посчитать 20%, 900, да? 1000 где-то, да. Ну, посчитайте на калькуляторе.
Нет, правильно, 900. 900 сомов. То есть ваша немедленная прибыль составила 900 сомов. 900 сомов. Здесь написано 1108, это, ну, как бы взяли средний, да, что там где-то около 5000, да? Где-то там 4 с чем-то, ну, чуть больше, чем 500. В среднем со всех шагов. В среднем, мы взяли среднюю со всех шагов. Получается, ну, даже если вот так считать, вы можете на 4, но чуть меньше получится, да? А так мы взяли среднюю, что за каждый шаг зарабатываете немедленно прибыль вот столько, и за 4 шага вы зарабатываете вот столько. Да? То есть это прибыль. Для чего это вам говорю? В принципе, вот эта стартовая программа, нужно понять, если вы вот это заработали за 21 день, вам дадут этот подарок, а не за 100 баллов. Вот это, наверное, самое важное, да, объяснить новичку. Потому что самая большая ошибка, с чем мы сталкиваемся, когда новички не работают с каталогом, покупают эти 100 баллов для себя, ставят это дома, не чувствуют вот эту абсолютную Выгод. немедленную прибыль, потому что они же вытащили деньги из своего кармана, им кажется, что они потратили, это же наоборот, Да. и получают за сумму вот эти вот ради вот этих кремов. Да? То есть, если мы продаем 100 баллов, они так и покупают эти 100 баллов. Если мы продаем, говорим, ты заработай вот эти деньги от клиентов, тогда ты получишь за сумму еще вот эту продукцию. Чаще всего мы фокусируемся на этих 100 баллов, говорим, вот 100 баллов сделай, 100 баллов сделай, ты подарок получишь. И неважно. И тогда люди очень часто прокупаются, и отсюда начинаются проблемы. Да? Они не чувствуют вот эту разницу по деньгам. Ясно? Вы как свои 100 баллов собираете? Пока никак. Никак? А как вам рекомендовали? Как вы видите? Вот как вы сейчас, у вас стоит задача до конца этого каталога сделать 100 баллов. Да? Вот как вы это будете? Мы 25 баллов сделали представку, да? Вы эти 25 баллов на себя потратили? Ну, как бы, видите, мы, допустим, посчитали как, что если мы хотим этим заниматься, ну, делать продукцию, чтобы, ну, со своего опыта продавать. И, в принципе, на эти 100 баллов как раз это возможно сделать. Ну, то есть, как бы, Вам еще нужно 75 баллов, что будете делать? Ну, да. Я элементарно вот эти вот ссылку каталога своим знакомым как бы отправила. Показывайте каталог. Пока. Мгм. Для начала вот это. Есть заказы память? Пока нет, потому что позавчера отправила, а не смотрят. Думаю, вы уверены? Есть гарантия, что они будут смотреть, а потом Нет, раз и разбить? гарантии нет. Гарантии нет. Какие еще? Вы что делаете? Тоже так же присылаете каталоги? Да, как бы, ну, наверное, нам легче, наверное, со своего опыта продавать. Даже вот как вчера вот Дилечка говорила, там, что вот такое классное пена. Я, например, тоже запомнила, да? Я То есть, зашла по каталогу, посмотрела это. Да, как бы, ну, легче продавать Они мод. сейчас раз и нету ее, так что будете делать дальше? А вам нужно 100 баллов собрать. Какие варианты, что вы будете делать? И на каталоге тоже. Она у нас вообще только сегодня Да, пришла. я- Ну вот, новичок, я что, ну, самый классный наоборот. Я новичок, вы же помните, что надо 100 баллов собирать? Примерно товарооборот от 4,5 до 5000 сумм, примерно собрать заказ. Вот что вы будете делать, какие идеи? Продавать, показывать, Как? предлагать знакомым. то же самое. Ну, смотрите, прошло уже почти неделя. Вы разместили только для себя 25 баллов и Нет, поставили... я еще это в интернете страничку открыла. Для... Продажи. Ну, опять же, сейчас тоже, опять что же, вам ничего, сейчас и будут около спрашивать. месяца вряд ли ничего не будет. Там А вам время тикает. это долго, наверное, будет. Ну, наверное, самое проще это родственникам. О, это самый любимый вариант у всех новичков. Сразу пойти, попросить родственников, мне нужно 100 баллов сделать, давайте быстро закажите. Все, первый шаг прошли, радостные, счастливые, получили Просите подарок. Не просим, а как бы. Наступает второй каталог, опять 100 баллов. Где родственники говорят, ну мы уже брали, уже что, каждый раз что ли будем у тебя брать, хватит. Нету заказов. Интернет уже молчит, потому что вы там заходите раз, да, там, в неделю и ждете, Да, что там тоже надо никто не качать. напишет. Да? А 100 баллов надо собирать. Так, какие идеи? Ну, вот за эту идею мы к вам и пришли, чтобы объяснить. Да, потому что вроде бы все просто и понятно, на самом деле все очень просто, каждодневные действия. И обратную связь получать. То, что я от вас услышала, вы все правильно делаете, но вы не получаете обратную связь от тех людей, кому дали информацию. Да. Отправили каталог, вам нужно перезвонить или написать, если вы работаете в чате WhatsApp, да? Или ну, перед тем, как отправлять, обязательно что посмотри, пожалуйста, его до завтра. Там есть какое-то интересное предложение, одно, которое вас заинтересовало, отдельно напишите это, эмоции, да, какие-то. Я завтра тебе напишу, или давай созвонимся в 3 часа, или там во сколько-то, да, возможно, у тебя возникнут вопросы, или ты захочешь что-то заказать.
Понимаете, а вы отправили и сидите. А насколько лучше оставлять каталог? На один день. Не больше. Каждый день нужно работать, если вы работаете оффлайн, с 5 каталогами, как минимум. Если вы работаете через чаты и соцсети, то умножайте на сколько? Это нужно умножать. 24 часа в сутки. Ну, то же самое. То есть, если вы уже отправили, нужно получать обратную связь обязательно на завтра. То есть, ну, вообще в онлайне Да, те оффлайн действия умножаем на 5. Да, я вот примерно говорю, Да. если оффлайн вы раздали 5 каталогов, на следующий день вы должны собрать эти 5 каталогов, даже если вам заказы не дали, но хотя бы с одного заказа, из одного каталога пойдет. Если это оффлайн, 15 разослали, с 15 пообщались, да, и тогда вы получите заказ на В следующий смысле, день. это в онлайн это как понять? Это Вы больше, разослали чем- электронные 5 каталогов, правильно? Ага. На завтра вы должны пообщаться с этими людьми, кому вы разослали 15. А Вот вы же эти оставляете которые- это, и заказов-то нет, понимаете? То же самое, только больше действий. Да. Да? Здесь ножками ходим, руками, А там сидим. руками. Но нужно общаться, тогда вот заказы будут. Поэтому настраивайтесь на то, что вам с сегодняшнего дня нужно каждый день вот, или раздавать 5 каталогов и собирать на следующий день, или оффлайн 15, но иметь обратную связь 15. Пусть даже нулевую, но надо иметь обратную связь. То есть тут, знаете, касание очень важно. Да. Сейчас посмотрели, они могут и ничего Мгм. не заказать, но на следующий раз они все равно об этом Обратную связь равно думают. нужно. Он Да. говорит, нет, он говорит, просто вот я вам выслала электронную, говорю, Медина, да, написала, Мгм. посмотри, пожалуйста, завтра до 2 часов дня, давай я потом созвонимся или спишемся, может, у тебя возникнут вопросы. Все. На завтра я в 2 часа дня вам позвоню или напишу. Медина, посмотрела каталог? Вам понравилось? Что-то хочешь заказать там? Ты говоришь, нет купона, извини, там, не успела в этот раз. Хорошо, спасибо, что ответила. Все. Но если я позвонила, например, Гульнаре, она говорит, слушай, и она вот действительно посмотрела, говорит, меня там заинтересовало. Отлично, это мой первый заказ. Наступил следующий каталог, я снова Медина вам отправлю, Да. и снова от вас, ну, наверное, на 3-й раз вы мне что-то закажете же, правильно же? Я Ну всегда ладно, оставляю да, очень хорошее впечатление, всегда. Вот. Да. А так отправили, и тишина, не будет заказа. От 5 до 10 касаний. Да, да. То есть человек 10 раз может сказать Да. нет, 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 Потом потом скажет, скажет да. Просто всегда нужно оставлять о себе хорошее впечатление. Да? Вот. Поэтому сегодня подумайте, от кого вы, кому вы уже выслали каталоги или кому раздали. Да? Посмотрела? Любой вариант. Я ей тоже Ну, отправила. видите, она уже зарегистрирована у вас. А вам же нужно собирать вот эту немедленную прибыль получить. А где вы ее получите, если у вас не будет реальных клиентов? И закончить